Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я его ведущая Нала Ковия. Сегодня в программе. 9 апреля в Ткварчале прошли праздничные мероприятия, посвященные 84-летию города. Лаборатория социологических исследований АГУ МГУ презентовала первый выпуск абхазского социологического ежегодника. В столице прошла традиционная пасхальная ярмарка, организованная торгово-промышленной палатой. Город-герой Ткварчал отмечает день рождения. 9 апреля здесь прошли праздничные мероприятия, посвященные 84-летию города. В мероприятиях приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава. Специальным решением главы государства Ткварчалу будет оказана дополнительная поддержка на социально-экономическое развитие в объеме 5 миллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Делба, выступая на торжественном собрании. Подробнее о том, как ткварчалцы отметили День города, в материале Аэлиты Арутюнян. Город Ткварчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков – Акармары, Джантухи и Поляны. Сразу же Ткварчал получил и другое название – Шахтерский город. Это был один из крупнейших центров по добыче каменного угля на Северном Кавказе. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня города, начались с церемонии возложения цветов к памятнику Владислава Арзенба в Ткварчале. В ней приняли участие премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты парламента, глава администрации Ткварчалского района Герман Кочарава, председатель комиссии Смоленской областной думы Михаил Лосенко, главы городов и районов Абхазии, общественность. День города Ткварчал – это событие, символизирующее мужество и стойкость всего народа Абхазии, шедшего к своей независимости долгим и тернистым путем. Во время войны 1992-1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжающуюся 413 дней и ночей. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Многие сыны и дочери Ткварчала сложили головы за свободу и независимость Абхазии. Их память почтили гости и горожане города-героя, возложив цветы и венки к мемориалу павшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии. Торжественные мероприятия ко Дню города продолжились во Дворце культуры. Глава Ткварчалского района Герман Кочарава поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил всех, кто приехал из других городов и районов страны. Наше прошлое – это не только шахтерская слава, но и высокая культура. Сегодня мы возвращаем Ткварчалу его культурный и генетический код. Знаковым событием стало возвращение на родную землю легендарной скульптурной композиции Геннадия Засимовича Лакоба «Путешествие в небо». Осознанно меняем вектор развития района, переходя к созданию современного туристического и культурного кластера. Но наша главная цель – это люди. Мы стремимся создать условия, чтобы минимизировать отток населения и чтобы наши выходцы возвращались домой. Ткварчал должен стать местом, где молодежь видит свои перспективы. С Днем города ткварчалцев поздравил президент Бадра Гунба. Глава государства отметил перемены, которые происходят в Ткварчале, и подчеркнул, что это в первую очередь заслуга его жителей. Индустриал центр Хайзахоз, Хауажла Раджибаду, Хырбахез, Тыпна Янхой. Ткварчала Торыхаджа Иналука Шатып, Аныркалуй, Абстаджичтулат и Бышран, Яшерпшез Афрхазара. Харайбзедзаны Яхдыруй, Зукот Джабау, Ахти, Амлагри, Хаси Памцадзака. Ақыҭақәа ирылҵны иаз ауаа шәыдкыланы ижәбаз аџьабаа Ткварчал
Иахьагьы ианубаалоит ас еиԥш иҟоу апроблемақәа, аха шәара ак хьаас иҟамҵаӡакәа иахьа шәаҿуп шәықалақь арҿиара. Тхуарчалу выделят дополнительную поддержку для социально-экономического развития. Об этом сказал премьер-министр Владимир Делба, выступая перед участниками торжественного собрания. Позвольте по поручению президента выполнить еще одну приятную миссию. Сегодня специальным решением главы государства Бады Зурабовича Гумба было принято решение о оказании дополнительной поддержки на социально-экономическое развитие города Тхуарчал в объеме 5 миллионов рублей. Также у Дворца культуры в Тхуарчале была высажена аллея гортензий. Праздничная программа включала в себя высадку деревьев, праздничный концерт, открытие тематической выставки и многое другое. Несмотря на капризы природы, дождь, град, праздник удался. В советские годы Тхуарчал был крупным промышленным центром, занимавшим второе место по численности населения в республике. После военных событий Тхуарчал фактически превратился в город-призрак. Однако жизнь здесь постепенно возрождается. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд центральной части Тхуарчала были построены пленными немецкими солдатами. В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это оставило неповторимый след в архитектуре города и сделало его непохожим на все остальные малые города СССР. От индустриального прошлого к городу-саду. Так называлась экспозиция, которая была развернута во Дворце культуры. Она объединила историческую живопись Рудольфа Хачава и концептуальные работы Данакая Адлиба, отражающие будущее города. Экспозиция, которая расположена в этом зале, состоит из двух основных элементов. Мы показываем прошлое Тхуарчала и говорим о его желаемом будущем. Как вы видите, вот в одной стороне зала расположены картины 50-х, 60-х годов. Это знаменитый абхазский художник, который много писал об индустриальном Тхуарчале. Он писал о шахтерах, он писал о быте тхуарчальцев в 60-е, 70-е, 80-е годы. То есть это такое индустриальное, мощное прошлое, на котором сейчас уже нынешние жители Тхуарчала готовы построить новое, современное, цветущее будущее. Празднование Дня города продолжилось на площади у Дворца культуры, где расположились павильоны, в которых села Тхуарчалского района представили сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки. Празднику мы сегодня очень рады, праздник очень организованный. Мы рады отмечать День нашего города, города-героя Тхуарчал. Жителям и гостям города Тхуарчал также преподнесли гастрономический сюрприз. 200-килограммовый гортензиевый торт, изготовленный кондитером Нателлой Чачхалия. Маленькие жители города задули 84 свечи, после чего волонтеры разрезали торт и угощали всех желающих. Гортензия, вообще тематика нашего праздника. У нас такая была концепция, будто бы лепестки гортензии слетели на торт. Вот эти мазки голубые и синие, они олицетворяют наши лепесточки гортензии. Начинки у меня две, выбирала их я сама, представила смородину и вишню. Мне кажется, это так очень интересно. Аэлита Арутюнян, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. В рамках празднования Дня города Тхуарчал было подписано соглашение об установлении дружественных отношений с городом Десногорском Смоленской области. Документ подписали глава районной администрации Герман Кочарава и заместитель председателя комиссии Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Наше соглашение в будущем даст новый импульс для развития наших двухсторонних отношений между двумя городами. С городом Десногорском Смоленской области и с городом Тхуарчал и Тхуарчалским районом. Очень приятно то, что именно в этот день мы подписываем это соглашение. Мне очень приятно передать привет и самые наилучшие пожелания от жителей города Десногорска. Город Десногорск – это город-спутник атомщика. Вспоминаем 41 год. Мы действительно братья. События 92-93 год. 413 дней. Мы действительно братья. И сегодня в России СВО жизнь показала, мы побратимы, мы друзья. Спасибо.
Президент Абхазии Бадра Гунба прокомментировал трагический случай, связанный с гибелью ребенка в Гулрипшском районе. С глубоким потрясением воспринял новость о смерти ребенка в результате жестокого обращения. Случившееся – серьезный сигнал для всего общества. Мы обязаны сделать все, чтобы подобные трагедии больше не повторялись в нашей стране. Правоохранительные органы ведут расследование, и виновные понесут наказание по всей строгости закона. Каждый ребенок должен жить в любви, заботе и безопасности, говорится в комментарии. Спикер парламента Лаша Ашуба встретился с депутатом Госдумы Казбеком Тайсаевым. Казбек Тайсаев – секретарь Центрального комитета КПРФ, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ. Лаша Ашуба тепло поприветствовал гостя и отметил высокий уровень взаимодействия между Народным собранием Абхазии и Государственной Думой России. Рады вас приветствовать в стенах Народного собрания парламента Республики Абхазия. У нас с вами традиционно сложились самые теплые братские взаимоотношения. Вы один из руководителей очень серьезного комитета Государственной Думы Российской Федерации. Всегда привлекаете наших коллег из Республики Абхазия к мероприятиям в Государственной Думе. Сами постоянный участник разного рода электоральных процессов в республике. Приезжайте на праздники, мероприятия. И, конечно, в рабочем режиме у нас много рабочих контактов и взаимодействия. Это не может не радовать нас. Мы позитивно оцениваем. Более того, мы знаем, что вы тесно общаетесь с братьями из Южной Осетии. И вот буквально недавно была большая делегация во главе с президентом Аланом Эдуардовичем Гаглоевым здесь в рамках Международного экономического форума. Мы вместе и встречались, и сопровождал я их, поэтому самые теплые пожелания в ваш адрес. Со своей стороны хочу поблагодарить вас за содействие в решении разного рода вопросов, начиная от общегосударственных вопросов, касающихся нашей республики, заканчивая частными вопросами наших сограждан, находящихся в Российской Федерации, в частности в Москве. Спасибо вам, очень рады вас видеть. Хотел бы передать слова приветствия руководителя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, от всех депутатов Государственной Думы. Особенный привет хочу передать от Леонида Ивановича Калашникова, руководителя комитета по делам СНГ, с которым, я знаю, вас связывает давняя дружба, очень братские дружеские отношения. Ну, особо теплые от Геннадия Андреевича Зюганова, который попросил приехать, посмотреть, пообщаться и попросил узнать, какая наша поддержка, помощь нужна. Я много раз бывал здесь, в Абхазии, и те колоссальные изменения, которые сейчас происходят, конечно, это все видно. Мы максимально всегда были рядом. Я видел, когда восстанавливали аэропорт, когда восстанавливали взлетную полосу. И особо приятно было прилететь сюда уже прямым рейсом из Москвы. Это была наша совместная мечта. Вот бы нам в Южной Осетии еще, по-моему, там невозможно это. Но в любом случае вы знаете, даже разделять не хочу. Мы братские народы, и осетины, и абхазы, и россияне, все жители России сейчас радуются тем позитивным изменениям, которые у вас есть. Абхазия, конечно, это невероятно теплая, гостеприимная, трудолюбивая земля. Здесь вот все комплементарно, все, что можно сказать в адрес народа, жителей Абхазии. Вообще, наверное, более благодатного места на земле нет. МИД Абхазии прокомментировал высказывание заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Кимчука, распространяемые в сети интернет, где он дает оценку положению Абхазской православной церкви. В МИД с сожалением констатирует, что в речи протоиерея Кимчука звучат уничижительные и оскорбительные высказывания в адрес абхазского народа, в частности его духовных и религиозных практик и политического руководства Абхазии, а также вольное и одностороннее
трактовка событий Отечественной войны народа Абхазии. Министерство иностранных дел республики решительно осуждает подобную оценку, которая не только не соответствует действительности, но и искусственно закрепляет за абхазским народом образ агрессора, активно транслируемый грузинскими властями с целью переложить вину за свои преступные действия на других. Министерство иностранных дел Республики Абхазия традиционно не комментирует вопросы религиозного характера. Однако в данном случае мы не смогли оставить без внимания отдельные высказывания протоиерея Игоря Якимчука, поскольку они носят сугубо политический характер и вышли далеко за пределы религиозных дискуссий. Они вызвали очень серьезное возмущение со стороны населения Республики Абхазия, и к сожалению, констатируем, что в его высказываниях звучали оскорбления в адрес абхазского народа, наших духовных и религиозных практик, политического руководства Республики Абхазия. И также звучали совершенно некорректные и ложные оценки Отечественной войны народа Абхазии. Подобного рода высказывания, конечно же, не могут не вызывать недоумения со стороны Министерства иностранных дел Республики Абхазия и идут вразрез характеру и духу наших союзнических и дружественных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В преддверии светлого праздника Пасхи хочется напомнить о самых важных принципах православной веры, об уважении, человеколюбии и честности, которым должен руководствоваться каждый, кто несет духовный сан. Новый институт появится в структуре Академии наук Абхазии. Центр стратегических исследований, который, согласно указу президента от 13 августа 2025 года, включен в состав Академии наук Абхазии. Отныне будет называться Государственное научное учреждение Институт стратегических исследований и международных отношений Академии наук Абхазии. За такое решение единогласно проголосовали члены Президиума Академии наук, сообщает пресс-служба Академии. У ЦСИ, преобразованного в институт, расширится функционал, повысится экспертная деятельность, появится возможность интеграции в международное научное сообщество. Президиум Академии наук Абхазии также принял устав нового института. В АГУ обсудили развитие социологической науки в Абхазии. В Центре науки и образования МГУ при Абхазском госуниверситете прошел круглый стол, участники которого подвели итоги первого года работы совместной лаборатории социологических исследований и представили первый выпуск абхазского социологического ежегодника. Милана Агарба расскажет детали. Исторической назвал встречу первый проректор АГУ Роман Двар, открывая работу круглого стола. Лаборатория социологических исследований АГУ и МГУ подвела итоги первого года работы, а также презентовала первый выпуск абхазского социологического ежегодника. За это время реализовано 8 исследований, ценность которых в том, что АГУ активно включился в процесс освоения и применения новых методов социологии. Перефразирую известное выражение: у успеха много отцов, а вот поражение – сирота. Но в данном случае за этим успехом стоят конкретные личности, конкретные организации и, без всякого сомнения, политическая воля, без которой подобного рода успех не состоялся бы. Андрей Шутов, научный руководитель лаборатории, поблагодарил президента Бадру Гунба и ректора АГУ Олеку Гварами за постоянную поддержку проекта, который стартовал с изучения национальных святынь и мест памяти. Мне очень понравилось то, с чего мы начали. С исторических мест, с мест памяти, с мест национальной гордости абхазов. Мы исследовали это отношение абхазов к своим реликвиям, реликвиям своей территории. Мы готовы результаты исследований и дальше распространять с тем, чтобы развивался туризм, развивалось паломничество к этим местам. И я знаю, насколько внимательно и с большим интересом относятся к
результатам и первого, и последующих исследований не только в Абхазии, но и в России. Главной задачей лаборатории социологических исследований является повышение уровня общественного доверия к социологии, воспринимаемой как эффективный инструмент взаимодействия по линии общества-власть. Наша задача, вот все, что делается в том числе и по социологии, сделать социально ориентированным и общественно полезным. Потому что все эти исследования, которые здесь были сделаны, они сделаны на благо развития Абхазии, поэтому они находятся в открытом доступе, поэтому сделано это издание, чтобы и чиновники могли ознакомиться, и представители сферы образования, представители других сфер. Это работа, которая нужна для осмысления нашей совместной деятельности по построению того самого ожидаемого, желаемого будущего. Путь социологии от ее традиционных истоков к цифровому будущему сложный, но первые значимые достижения уже очевидны. Мы сами свидетелями были в школах, куда выезжали. Да, о проблемах говорят, но не всегда полностью, не искренне. Поэтому какой-то запас тайны, секретности у нашего народа, оно всегда было, потому и выжило, потому тысячелетиями мы смогли сохранить. А сегодня главный для нас партнер-стратег – это Российская Федерация, чтобы и мы, и вы, когда достигаем вместе хороших результатов, это радует. В ближайшее время также планируется запустить сайт, на котором можно будет ознакомиться с работами российских и абхазских социологов. Милана Агарбай, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Маршрут электропоезда «Диаскурия» будет продлен до платформы ГУМа. Как сообщает пресс-служба АЖД, решение о продлении маршрута принято в преддверии курортного сезона. Станция ГУМа является одной из самых популярных локаций как среди жителей республики, так и среди туристов. На текущем этапе специалисты ведут электрификацию данного участка. В реконструкции линии контактной сети задействованы специалисты из Российской Федерации. В ходе работ планируется заменить более 1,5 километров контактной сети и обновить несколько опор ЛЭП. Электропоезд «Диаскурия» за первые 3 месяца 2026 года перевез 13 264 пассажира. Первый рейс состоялся 1 мая прошлого года. С того времени поезд перевез более 170 тысяч пассажиров. 80 производителей и пряничных храм в столице прошла традиционная пасхальная ярмарка, организованная торгово-промышленной палатой. В этом году она объединила рекордное количество участников. Вкусное и яркое мероприятие посетила Гугуца Вардания. Светлое воскресенье все ближе. Предпасхальная ярмарка ТПП – это уже не просто место для покупок, а добрая традиция, предшествующая праздничной неделе. Каждый прилавок здесь – результат кропотливого труда, к которому мастера готовились месяцами. Здесь есть все. Кондитеры даже испекли яркий пряничный храм. Мы представляем кондитерскую Буше. Наши рукодельницы старались заблаговременно. Теперь слово за публикой. Как нас оценят? Мы уже участвовали не раз. Благодарим организаторов. Они дают возможность показать себя, раскрыть каждого кондитера. В нашем случае это предприятие. Меня зовут Алиева Зина. Представляю на эту шикарную ярмарку свою домашнюю выпечку синабоны. Домашняя. Все сделано из качественных продуктов. Булочка с корицей, с карамелью. Прям просто очень вкусно. За каждым изделием стоит своя история. Екатерина Карпицкая переехала в Абхазию вместе с семьей несколько лет назад и нашла вдохновение в природных богатствах края. Она создает ароматные свечи из натурального пчелиного воска, которые ей доставляют прямо из Кадорского ущелья. Для Екатерины важно, чтобы ее творчество было неразрывно связано с местной культурой. На каждом изделии поздравления на абхазском языке. Здесь особенное внимание, конечно, для меня это свечи на абхазском языке. Они есть в 2 вариантах. Я их делаю уже 2-й год. Это абсолютный хит продаж, потому что на пасхальном столе в Абхазии хочется видеть действительно абхазский язык. Помимо этого, это аромасвечи, то есть вот такие вот петушки, например, это тоже со свечой внутри, и они все с разными ароматами. Рядом мир тепла и уюта от Илоны Гварами. Рукоделием она занимается уже 8 лет, а сегодня передает
свое мастерство детям в школе. То, что начиналось как хобби, вязание вещей для собственного ребенка, переросло в любимое дело. На ярмарке Илона не одна. Вместе с ней дочь и ученицы, которые впервые выставили свои изделия. У меня все гипоаллергия, даже наполнитель, чтобы ребенку не мешало. Абсолютно они безвредные и не мешают детям. А это из бисера, это все работы маленькой вот этой девочки. Организатор ярмарки Торгово-промышленная палата Абхазии в этом году сделала ставку на масштаб и эксклюзивность. Среди участников пасечники, виноделы и кондитеры, арт-мастера. Для многих из 80 производителей это площадка, еще одна возможность представить свой товар под брендом «Произведено в Абхазии». В 2013 году мы начинали с 15 предпринимателей, которые представляли свои прекрасные произведения, можно сказать, искусства. Сегодня у нас их 80. Вы представляете, какой рост произошел? И дальше каждым годом все больше и больше представителей. Сегодня мы буквально обошли с коллегами каждый из павильонов. Но очень сложно даже эмоциями поделиться, потому что настолько все так красиво, тепло. И наши граждане подходят, изучают, покупают продукцию. Поэтому хотел бы каждого из них поздравить и поблагодарить за столь большой труд, за столь большую работу и сказать, что Торгово-промышленная палата поддерживала и будет поддерживать наших предпринимателей во всех их начинаниях. Ярмарку посетили сотни гостей. Выбор огромен. Приобрести праздничный сувенир или лакомство можно по цене от 50 рублей. Как видите, здесь очень много людей пользуются популярностью, много производителей. Именно исконно абхазских производителей с нашими товарами, продуктами. И очень приятно видеть заинтересованность граждан. И я думаю, такого рода посыл очень приятно воспримет и общество, и население, и будет в будущем все больше и больше распространяться. Не обошлось и без соревновательного момента. Гостям было предложено выбрать лучшего кондитера. Сделать это среди десятков участников оказалось непросто. Им по итогам голосования гостей ярмарки стала Алена Цвинария. Главный приз – курс обучения у знаменитого кондитера Александра Кислицына. Также среди участников разыграли 3 сертификата в салон красоты «Амашер». Была организована и развлекательная программа с участием танцевальных коллективов. Кульминацией ярмарки стал чин освящения праздничных яств. Священнослужители окропили святой водой ряды с куличами, пасхами и крашенными яйцами, благословив труд мастеров и пожелав всем жителям республики встретить Пасху в мире и радости. Гугу Цавардани, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Первый в Абхазии Кубок мэра по художественной гимнастике пройдет в Сухуме 20 июня. В мероприятии примут участие до 150 юных спортсменок. Об этом сообщила глава Федерации художественной гимнастики Гунда Кварча. Планируется, что в Кубке примут участие гимнастки из Сухума, Гагарского района, а также из российских городов – Сочи, Волгограда, Донецка и Москвы. Заявки на участие принимаются до мая. За призовые места могут побороться участницы любого уровня подготовки. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 10 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем, ближе к вечеру, местами возможен дождь, туман. Температура воздуха ночью 1,6, днем 8-13 градусов. Температура морской воды 12 градусов. Абриала Уахапяхдыра, программа Хыркшоу Паз Халпхафилайт Абзирас.